Шахулдели Масала. А, се Сегодня 5 апреля 2026 года, 19 часов 24 минуты, скажем так, по Брюсселю и, соответственно, 20 часов 24 минуты по городу Джахару. У нас очередной 213-й стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Сегодняшний наш стрим называется «Кавказ меняется навсегда. США в Армении, война в Иране и будущее Ичкерии». Об этом и многом другом давайте поговорим на канале YouTube Reality и на канале TikTok. И я передаю слово, как обычно, Аяду Идигову, сопредседателю Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, экзиле Аяду Идигову. Аяд, вам слово. Добрый вечер, дорогие друзья. В первую очередь я хочу сказать о том, что сейчас у христиан, у наших друзей, которые нашими являются друзьями, которые друзья, я их не поздравляю, вот хочу поздравить их всех наступающей Пасхой. Пусть им будет удача во всем. Они наши единомышленники, они нас поддерживают. Ну, я говорю о тех, кто является а, людьми и странами, которые стоят на принципах справедливости. А так во всем мире те христиане, которые есть, тоже их мы должны поздравить от имени нашего президиума. Эмин, Ну, присоединяйтесь. сегодня такой день, что как ни говори, вот завтра 6 число, а это дата была, которая намечалась, а, день переговоров, которые должны были состояться в Пакистане. Но что-то эти переговоры, по них мало идет времени, помимо этого идут разные, значит, каждый день по несколько раз там есть выступление Трампа, есть выступление, значит, министра иностранных дел, госсекретаря Марко Рубио, который высказывает о ситуации, что война продолжается, Ормузский этот пролив, то есть иранский, можно сказать, этот пролив, который они контролируют, что до сих пор он не освобожден. Там они говорили, что они захватят остров, откуда все, так сказать, ветви, которые наполняют, скажем, эти корабли с нефтью, трала и другие дела, которые там они вот сейчас, сотни кораблей там стоят, танкеры, которые не могут выйти оттуда. Вот Трамп обещает, что все будет нормально, с одной стороны, а когда послушаешь, что говорят иранцы, от них идет: мы никого не будем слушать, мы не будем разговаривать ни с Трампом, ни с такой властью мы не будем разговаривать, мы не считаемся с вами. И вот такой идет разговор. То есть мы наблюдаем за этим внимательно, как и все остальные в мире, потому что это касается нашего чеченского народа, который сегодня находится под оккупацией российской. Также под этой оккупацией находятся и другие территории из бывшего Советского Союза, которые создали свое государство, я имею в виду Грузия, Молдова, ну, Украина, естественно, где идет эта война. Что же вот в этой ситуации, там развернули вот эти военные действия, и эти военные действия к чему приведут? Почему вот этот вопрос, который важный самый с нашей точки зрения и, наверно, и остального всего Запада, Европейского Союза, важен вопрос, атаки, прекращения войны и выдворения российской армии с территории Украины. Вместо Мгм. этого началась вот эта война, которая вот на этом Ближнем Востоке, и под предлогом того, что там вот было то-то, то-то, что у них была там атомная бомба чуть ли не готова до 10 штук, или там они сделали то-то. Помните, когда-то, когда на Ирак нападали,
то говорили, что вот они, у них там химическое вооружение, показывали какие-то пробирки, вот это у них, их госсекретарь показывал. А в итоге оказалось, что этого нету. Сейчас тоже вот эти разговоры ведут, американцы говорят, что вот мы там знаем, вот у них атомное оружие, поэтому мы туда на них напали. Но на самом деле, что же происходит там? Мы должны задуматься над этим, и каждый вот свою точку зрения высказывает. Происходит там то, как мне кажется, что вот сейчас здесь можно судить по таким вот высказываниям, которые вот сейчас вот на днях сделал Нетаньяху, премьер-министр а, Израиля, который предложил Америке, что давайте создадим новый блок, который будет Америка, Израиль, Индия, Армения, арабские вот эти страны, давайте вот это все создадим, а еще к тому же и Россия в том числе. Вот И такое Россия. предложение делает, ну там еще какие-то страны, Натаньяху, да? да, Нетаньяху, а Китай он туда не приглашает, Нетаньяху. Значит, здесь получается вот такая вот, с другой стороны, сам этот Трамп там тоже какие-то там страны собирает, как он назвал это, э, э, как он назвал вот это, кто собирал по 1 миллиарду людей, там Совет мира. Совет мира вот собирает тоже, так? С Мгм. другой стороны, Китай здесь, значит, пытается тоже свою очередь решать вопросы там, скажем, с той же Россией, решать вопросы теми же африканскими странами, с этим Мгм. Южной Америкой. То есть вот это все вот эти процессы, которые происходят, с чего бы это так? Почему это так? Что происходит в мире? Цены на бензин растут, цены растут, товары растут, продукты, цены растут. Какая ситуация вот сейчас и как быть? Вот об этом мы должны задуматься, и чтобы понять, что эти большие страны, эти, как говорится, лидеры вот этих огромных стран, Россия, Китай, скажем, Индия, Америка, Европейский Союз, что, почему вот у них раздрай вот такой, почему они не идут дальше, в чем проблема? Так вот, здесь мы должны понимать одно, что современное международное право, которое принято после Второй мировой войны, оно, никто его не отменял. Почему? Вот действия этих стран, этих лидеров противоречат основам современного международного права. Если вот так вот, поведясь на них, смотря на них, мы, к примеру, я говорю, те Мгм. страны, те народы, те лидеры, которые разных стран поведутся и будут, значит, как и они действуют, поддерживать то ту или другую линию, которая из этой современной международной основы уходит, то мы окажемся как раз-таки самыми проигравшими в этом мире, самыми проигравшими. Потому что те потом могут вернуться в любое там какое-то, они создают вот какие-то блоки, Совет мира, там то, что говорит Нетаньяху, Китай, Индия, вот это все. И потом может получиться, когда вот мы окажемся в проигрыше. Мы должны держаться той линии, которая у нас есть. Никто не отменял. И притом это справедливая, скажем, линия. Это современное международное право, которое основывается на базовом, значит, аргументе свобода личности. А на основе свободы личности общей декларации прав человека. Правда, там тоже надо было в этих, мы видим, что там нужно было бы доработать много чего, потому что это современное международное право, оно, хотя оно позволительно нарушать его, позволительно этим большим странам. Как это понять? Посмотрите, Совет Безопасности, Кремль, ну и Россия. Что она творит?
Она нападает на другие страны, захватывает территорию, убивает людей открыто. Она напала на Чеченскую республику, которая потом переименовалась Чеченская республика Ичкерия. Убила около 250 тысяч людей тогда. А сейчас сколько вот под этим жестким, значит, прессом находится наш народ? Многие бежали оттуда, многие находятся на Западе. И здесь вот такая ситуация складывается. Западные страны, собственно говоря, Европейский Союз не соглашается с этими действиями, которые сегодня здесь демонстрируют, скажем, Европа, то есть Америка, скажем, Израиль и Китай и Россия. Вот со всем этим не согласно вот этот Европейский Союз государств. Можем ли мы говорить, что Европейский Союз самый такой вот правильный? Да, в данном случае да. Да, я так считаю, что в данном случае да, хотя от них мы ожидали, вот чеченский народ ожидал большей пользы. Вот у нас есть в зарубежье есть легитимная власть, президиум правительства, они не признают нас до сих пор, хотя мы уже 20 лет еще раньше, до этого все эти свои обоснования, все точки зрения международного права принимаем. Но вот Украина это сделала, Грузия это сделала, и мы сейчас должны эту работу проводить, потому что здесь есть и левые, и правые, и даже некоторые фашистующие какие-то партии, практически они поднимают свой голос здесь. Поэтому здесь мы должны понимать, что это не просто, знаете, вот дорожка это, иди по это. Нет, все как бы смешано, замешано, и мы должны думать о том, что в этой ситуации мы должны разбираться. Ну вот сейчас Аслан мне говорил про то, что вот этот коридор Зандигурский, который есть Армения, Азербайджан, что там рядом Иран тоже прямо идет мимо, вот прям там вот лежит все. И туда, как говорится, вмешивается, ну, в смысле, туда пытается через этот коридор хотел проложить себе путь Китай, великий шелковый путь, вплоть до Лондона, чтобы он шли эти поезда, и прямо вот эти все товары, все хотел это делать. Ну, там блокировали. То есть получается, что Китаю в этом отношении, которое вот так вот сильно развивается, не дают возможности вот с этим своим шелковым путем развернуться. Не дают. С другой стороны, я так понимаю, что Китай и Иран, они так же, как и Россия, э, у них единая, так сказать, политика. Хотя они разные все. Эти мусульмане, эти там буддисты, эти христиане, ну и мусульмане там есть. То есть вопрос не в религии, хотя она постоянно хотят здесь преподнести. Вот все Да. это связано, сталкивает, это религия, что в Израиле там вот такая ситуация, это связано с тем, что там когда-то жили евреи, потом пришли туда мусульмане. Все эти истории на религиозной основе вот и поднимают и говорят, вся причина в том. Ну вот я недавно задал вопрос своим друзьям, с которыми я общаюсь тоже, М. значит, солидарности. Но неужели нельзя сделать так, чтобы, скажем, здесь вот Израиль и арабские страны, чтобы вот этот очаг вот от войны, который постоянно там стоит, чтобы его, скажем, ну как-то знать, затушить, чтобы не было. Неужели нельзя это сделать? И мне никто не смог ответить, вернее, не захотел говорить, потому что когда этот вопрос поднимается, он идет, как бы говорят, глубже. Мол, он идет еще дальше, не современное международное право, а 100, 200, 300 и тысячи лет назад-то было то-то, то-то, то-то. Но если мы будем жить там нормативами тысячелетней давности и будем вот к этому, как говорится, вот относиться, то как мы можем то, что было тысячи лет давности, сегодня вопросы решать? Кто этому мешает нам? Что необходимо, скажем,
там этот вопрос решить. Трамп хотел решить, там всех арабов выслать и там какой-то, значит, курорт построить. Но тоже оно как куда-то исчезло, вот это предложение или его идея. И началась вот эта война. Значит, Иран здесь пытается доминировать. Нас иранские действия, нас, вот чеченцев, не устраивает, потому что они являются союзниками Кремля, нашего врага, оккупанта нашего государства, Да. вечного нашего врага, который более 300 с лишним лет убивал, ссылал и пытался уничтожить наш народ. Но мы выжили, мы продолжаем жить, и сейчас на нашей территории есть, хотя и оккупационная власть, все равно наш народ находится и выживает. И я надеюсь, что мы выживем. Я надеюсь, что в этой ситуации, в этой каше мы должны разбираться и поэтому вести себя, скажем, так, чтобы в конечном итоге мы не оказались крайними в этом вопросе. Мы не можем быть крайними. Здесь нельзя говорить о том или ином, значит, вопросе, когда говорят, что вот нас хотят загнать туда, чтобы мы выступили в защиту Ирана, якобы. Так? Но вот Иран был против нас, и когда шла война, помню еще при президенте Жагар Дудаева, их люди приезжали к нам и говорили, что мы готовы, значит, с вами сотрудничать, но тайно. Понимаете, тайно. А это было тайно, это значит никак. Знаете, им нужна была информация, чтобы быстрее там эту информацию потом донести до Москвы. Да. Получалось так. Получалось так. Другие страны, там европейские, то есть арабские, мусульманские, их организации, исламские государства тоже себе так повели. Их президент и другие тоже так себя повели. Поэтому вот этот вопрос, он должен всегда думать не столько о том, что это связано с религией. Да, с религией связано, потому что религия использует в своих целях главы этих государств или главы этих, скажем, каких-нибудь там конфессий, там католики, христиане, мусульмане, власти, которые сидят там в этих странах, они всегда используют эту религию и говорят, это связано с той вот дальней историей. Но давайте в этих условиях, когда сюда вот приходит вот эта ситуация, не ссылаться на те прошлые, скажем, столетия, 300, 500, 600 лет назад на дела. В современных условиях как нам жить? Неужели и мы своим детям и внукам будем передавать вот эту вот такую сложную, скажем, конфигурацию от взаимоотношений, и снова они будут лить кровь, и ради чего? Какой спор, в чем? Мы понимаем, что вот Россия – это империя. Она пытается захватить чужие территории, она пытается обвинить вот эти территории, которые она захватывает. Допустим, Мгм. нашу территорию она, к примеру, захватила, так? Хотя 5 раз они на нас напали, 4 раз мы их изгоняли и били, как говорится, хвост гривы, они убегали. Потом все равно они немножко там посидели, отдохнули, снова на нас нападали. У них ресурсов же больше, чем у нас. Мгм. И теперь потом они напали и на другие страны, которые сегодня есть, на Украину. Говорили, что украинцы – это братья, чеченцы – это мусульмане, их надо бить, там еще такое. Ну и теперь мы видим, что мы все же люди нашей планеты, люди от Всевышнего, который создал всех нас. Мы религии создали, но это религии – это одно, а вера в Бога, вера в Всевышнего – это другое. Собственно говоря, это показывают эти религии, потому что эти религии разделились на десятки, сотни разных там, значит, отделений Течение. частей и между собой спорят. Да. Что христиане, что мусульмане, что другие. Поэтому вот этот вопрос, к этому надо относиться, мне кажется, к этому, чтобы не ошибиться, чтобы не ошибиться. И здесь, вот когда мы говорим, что вот такая ситуация, мы видим, что эта империя вот как раз таки была зачинщиком этой войны.
Именно Путин и его команда стала зачинщиком начала этой войны. Мгм. Кто им не давал территорию? У них территорий больше, чем у любой страны мира. Если даже взять вместе Америку и Канаду, их даже больше этого у них территорий. 17 миллионов там квадратных километров и все такое. Мгм. И запасов много. И что делать в этой ситуации? Почему нельзя усмирить вот этого, скажем, вот этих вот незаконно действующих в современном международном этих личностей, эти власти? Почему против этого мы не можем объединиться? Вот вопрос встает как. Почему? Вот мы видим, что Америка при президенте Байдена достаточно определенно вела себя и помогала Украине. Сегодня помощи как такой нет, а есть, значит, тоже, хотя не прямая помощь, но вот нет, мы будем вам продавать. Вы защищаетесь, но мы вам продаем, давайте покупайте. А Байден они давали без всякой, не продавали, деньги не требовали, наоборот, и деньги давали, и финансировали Украину. А здесь вот такая ситуация. И при том еще говорят, вот здесь вот такая ситуация, сейчас президент Зеленский выступил и говорит, что ситуация сложилась так, что от меня требуют, что, значит, э, ну, процесс вот этой стабилизации и безопасности, который мы требуем, это они увязывают с территорией, которую мы должны отдать России. Представляете? М. Как это понять? Как это понять? Это что такое? Это потом здесь некоторые, значит, люди, которых мы знаем тоже, они будут говорить другие вещи. Да, почему украинцы не любят нас, они нас ругают, Трампа ругают, того ругают, этого ругают. Они почему не могут себя так вести? Но с другой стороны, в любой семье, в любом, скажем, обществе, где-нибудь там люди разные, они много что могут высказывать. Но что говорит сама власть самой Украины? Она за решение вопроса мирным путем, решение в соответствии с международным правом. А что нужно еще? Что другое нужно? Вот это непонятно. И это не устраивает, скажем, некоторых деятелей в мире. Это не устраивает, скажем, Китай, это не устраивает сегодня, как мы видим, если это не игра, то и Трампа не устраивает. Они устраивают вот эти вот в Персидском этом заливе вот эту всю вот эту бойню, туда-сюда стреляют, люди там находятся под этим прессом. Как быть? Вот как вопрос стоит. И мне кажется, если меня спросить, так, свое мнение я скажу, что сейчас вот Пасха, и с этой, вне этой Пасхи, они должны были, если они действительно религиозные люди, я, допустим, этот Путин, остановить на несколько дней войну. А что он сделал? Он не нет, сказал он. Значит, какое отношение имеет религия к этому? Никакого. То есть Ничего. религия имеет отношение бейте их, бейте. Когда они посылали к нам свои ракеты, и это там они писали Грозный, и их батюшка освещал, водой освещал и посылал нам ракет убивать нас. Ну, Да. допустим, мы мусульмане. А почему они то же самое делают против братьев украинцев? Точно такие же освещают, водой посыпают святой, и давайте убивать украинцев. Они хуже всех, мол. Они не отдают нам территорию. В общем, вот такая ситуация складывается. И вот за все эти дни вот был разговор, что 6 числа должны произойти выборы, то есть это переговоры. И на основании после этих переговоров Трамп сказал, что он примет конкретные там ну, решения. Но я вижу, что до этих решений, да еще не дошли до этого решения, он уже несколько раз выступал и какие-то другие решения говорил, там, говорил, мы уже договариваемся, послал туда самолеты, они били, уже там войну вроде бы организовали, тысяч туда солдат, военных послали, так? И сейчас вот наземная операция будет или не будет, мы вот так вот гадаем.
А те готовятся тоже. Те говорят: мы не будем ни в коем случае вам уступать, вы убили наше руководство, вы на нас напали, вы все время нас нападаете, вы наши враги, мы вам, мол, это, не сломимся. В общем, вот такая ситуация. Видимо, для этого, как понимаю, нужно, чтобы эти головы остыли. Может быть, как-то вот здесь вот, сейчас вот эта инициатива, которая, говорят, в Карачи должна состояться вот эта встреча, будет ли она или нет. Трамп сказал, что после этого он примет конкретные какие-то, да, шаги. Что будет? Посмотрим. Есть еще какие-то ходы там. Вот того пропустите, этого не пропускайте. И я имею в виду, значит, нефтяные траллеры, которые вот у них есть, вот эти. Значит, вот, допустим, Трамп попросил, было как там, Путин попросил Трампа, чтобы он пропустил траллер, этот нефтяной там, этой Кабаева, его там невесты или жены, его отца. Понимаете, слышал ты, наверно, да? И вот Трамп решил вот это пропустить и попросил, и его это пропустили. Где они пропустили, я не знаю. Наверное, через Балтийское море, чтобы они продали там, чтобы они обогатились. То есть вот эти дела вот так вот крутят, и куда это все вот как кажется, несерьезно совершенно. Несерьезно вот это отношение к делу. И они сидят, эти люди, их дети, их, родственники на фронте не воюют никто. Вот из этих людей, которые управляют, никто не воюет на фронте, не воюет. Вот сейчас Трамп там вообще обозлился на Европейский Союз, на Стармера, на Макрона и на других он там обозлился, там критикует их, я, мол, и то-то, и то-то, и то-то. И в то же время вот, Россия, она ведет свою работу и на этом Западе, я имею в виду Европейском Союзе. И здесь тоже вопросов много. Это если сейчас поднимать эти вопросы массовые, вопросы с беженцами, вопросы, с тем, что делают здесь левые, правые, чего они хотят, как они готовятся к этому, значит, отпору, который может состояться со стороны, мол, этого, Кремля, который, мол, говорит, что запускают ракеты, дроны, со стороны Эстонии, Литвы, оттуда идут, мы же имеем право на них ударить. То есть вот такие провокации идут кругом. Мы, чеченцы, которые с этим столкнулись столько лет, вот с ними, мы видели, что никогда не было ничего такого, что можно было бы верить этим их разговорам, их соглашениям, договоренностям. Ничто не является тем, на что мы можем опираться. Аслан? Мгм. Баркал, я хотел бы вот задать вопрос вам по поводу ситуации, которая складывается у нас на Кавказе, точнее, за Кавказе, в Армении, где США уже как бы окончательно вроде бы как бы заявили, сейчас война началась в Иране, и это такой получается реально безопасный коридор, через который может быть, будут поставляться те самые вот по шелковому пути китайские товары и так далее в Европу и так далее. И, как известно, сейчас мы видим какое-то заигрывание с российскими, пророссийскими разными товарищами и в том же спорте с армянами, с армянскими Да, разными спортсменами и да-да. так далее. То есть, фактически мы видим, как, ФСБ готовит, исламистский анклав на территории, Северного Кавказа, свои провинции Ингушетию, Дагестан мусульманские и оккупированную Ичкерию. Они давно уже ведут к объединению. Сейчас, видимо, какие-то события должны произойти, чтобы это нас объединить. Ну и таким вот образом пророссийские, кавказцы будут угрожать Армении, а какие-нибудь радикальные элементы одновременно будут все, кто армяне против России, их будут клеймить, хейтить, нападать, совершать какие-то диверсии. Как нам обезопасить себя, Аят, чтобы
не наносить и окружающим вред Армении, Азербайджану. Как мы помним, в прошлом году Россия взорвала азербайджанский Боинг, чтобы обвинить в этом чеченцев. Слава богу, Боинг долетел до территории Казахстана, хотя, к сожалению, погибло очень много людей. И нас обвинить не удалось, что это вот чеченцы, кадыровцы так называемые. Вот в этой игре как сделать так, чтобы ни мы не пострадали, и в первую очередь наши соседи, которых сейчас уже мы видим, начинают всячески раскачивать и перед нанесением удара. Как нам быть? Но вот если говорить, как нам быть, мы можем э, держаться какой-то одной точки зрения, одной той линии. Хотя здесь я вижу, пишут, вот, что мы наивные, ничего не понимаем, какой там вот наш слушатель говорит. Мгм. Нет, мы все понимаем, но мы должны понимать, что сейчас ни у чеченского народа, ни у других народов, которые есть в составе России, наша-то страна оккупирована, нет никаких возможностей здесь что делать. Они находятся под жесточайшим таким вот прессом. Да, Они не могут ни выйти, ни зайти, ни уехать, ни приехать уже по признаку. Посмотрите, что делается по всей России. Если ты не русский, тебя ловят. Если ты русский, тоже они не указывая, особенно другим национальностям русского, они преследуют. Тем самым они создают вражду между нерусскими и русскими. И, конечно, выход здесь есть, если, допустим, в самой России вот эта ситуация как бы надломится, если низы больше не смогут так жить, так? То вверху тоже, значит, она, верхушка-то пошатнется. Но пока мы не видим этого. Дело в том, что мы столько вот пострадали, столько честный народ страдал, столько выдержал всего. И когда весь остальной мир на нас, как говорится, вообще не смотрел и считал, что надо нас уничтожить, сегодня да, мы видим, что такое же отношение бы не только к нам, и остальным. Мы это видим. То да. есть здесь есть борьба интересов, война за интересы. Интересы у Америки свои интересы, у Китая свои, у России свои. У России интересы, у нее вот эти все природные ископаемые сколько хочешь, они там сырье продают, на этом сидят, так? Но с другой стороны, чтобы сидеть во власти, им все время всегда нужно какого-то виновника найти, потому что основные ресурсы, которые они получают, они раздали все своим миллиардерам. А население сегодня по разным там, значит, местам собирает там что-то такое, где-то на улице или где-то, и что ходит. Ну, в общем, короче, говорить даже неудобно, что люди в этой стране ходят и собирают какие-то продукты, не знаю, денег нету, пенсия очень слабая. Вот такая ситуация. Это исключая, скажем, 2-3 города, в которых там, может быть, что-то и есть, но а в других городах же они не показывают, какая ситуация. Вообще очень тяжелая ситуация. Поэтому нам что делать? Нам сейчас вот надо выживать в этой ситуации. Выживать надо. Надо держаться, не попадаться, не стать, как говорится, крайними в этой ситуации. Мгм. Мы вот чеченцы, которые сегодня там направляют воевать против Украины, должны понимать, что этим шагом они сами против себя как бы воюют. Как они могут воевать против тех, скажем, стран, которые нас признают, которые наши друзья, которые являются теми же жертвами, как и мы со стороны России. Это нельзя Да, делать. совершенно верно. Поэтому вот это. И в то же время мы на Кавказе, как ты говоришь, здесь и с армянами, и с азербайджанцами, и с грузинами у нас всегда были хорошие отношения, так? И эти отношения надо поддерживать. Они тоже очень в тяжелом положении, эти вот страны, Да. которые я назвал. У них над ними висит дамоклов меч, как бы, и притом они это ничего не решают. Они должны где-то куда-то тоже как-то посмотреть, где их место и что им делать. Они внимательно за всем этим наблюдают все. А всю эту картину разыгрывает, именно начала вот эта империя российская, так? И, конечно, здесь сейчас пришедшие к власти Америки
там свою политику проводит, противовес, скажем, китайской политике. Да. То есть Китай пытается главенствовать в мире, и также и Индия, также и Иран. Мы видим это все. В этой ситуации сталкиваются вот эти вот интересы. А в чем они, посмотрите, чем они занимаются. Чего желает Путин? Он желает, чтобы все те территории, которые были в Советском Союзе и даже в царской России, вернуть себе. Реально это нет. Во-первых, нереально, во-вторых, это несправедливо. Что желает, скажем, Америка, Трамп? Он желает, чтобы, значит, все нефтяные и другие вещи, или другие какие-то добычи, которые все, которое в мире есть, чтобы контролировать, чтобы есть они в Иране, если они в Венесуэле и в той же России, он готов с ними даже сотрудничать. У него такие глобальные вот эти вот задачи. А какая задача, скажем, у чеченского народа? Или у Грузии, или у той же Армении? Сохранить себя, сохранить, чтобы не исчезнуть с этого. Потому что мы знаем, многие страны, многие народы с этого мира исчезали, языки исчезали. И мы сейчас, наша задача сохранить себя в этой ситуации, занимая правильную позицию в этом вопросе. Понимая, что сейчас в этой ситуации мы не можем ничего сделать, кроме если мы будем поддакивать несправедливости, мы в конечном итоге окажемся, может быть, оказаться, как говорится, крайним в этом вопросе, и потом могут против нас тоже какие-то там, значит, действия, значит, принять. Мгм. Мы сегодня находимся под оккупацией нашей территории. Наша вот легитимная власть в лице президиума, правительства делает все возможное для того, чтобы сказать, что наша задача не в том, чтобы где-то там пойти, там снова захватить эту территорию или это. Сейчас идет война, и война идет против России в Украине. И мы, наши люди тоже, наши добровольцы бьются тоже. Очень Украина отмечает их, и гибнут наши люди в борьбе против этой империи. В то же время оттуда марионеточный Кремль заставляет других вот чеченцев, ловит молодых под любым предлогом, да как и во всей России, и сразу отправляет их на фронт, чтобы они там гибли. Вот такая вот. То есть они сидят сами там, не вы. Вот что нам делать это? В этой ситуации мы должны быть на стороне тех, кто справедливо себя, значит, здесь демонстрирует и говорит. Сегодня мы видим в этом, мы видим это Европейский Союз, хотя здесь тоже такая вот, извините меня, такая каша как бы пытается, ну, пытается создать. Но, по крайней мере, сегодня вот лидеры этих стран, они четко и ясно говорят, что они не приемлют нарушение международного права, нарушение вот этой стратегии, которая есть у нас, что надо ее развивать. Они не идут на поводу у тех, кто сегодня полностью открыто пренебрегают, скажем, международным правом. Вот с этой точки зрения нам нужно чеченскому народу и Кавказу, в том числе, который мы назвали страны, должны сделать так, чтобы сохранить себя, сохранить свои территории, сохранить свои народы, которые могут быть подвержены. Посмотрите, многие народы, которые и там и в Китае, и здесь, скажем, на Ближнем Востоке по 40-50 миллионов, курды и другие уйгуры, они до сих пор не имеют своего государства. Понимаете? Так что можно оказаться в этой ситуации, и здесь мы должны думать, как нам быть, а чтобы думать, вот то, что мы говорим сейчас, в этом плане мы на этих принципах должны держаться. Другого нету, насколько я вижу сейчас. То есть вы должны выдержать в этой борьбе, которую ведет вот эта Мгм. вот тройка или четверка государств, противостояние экономическое, военное, политическое. Мы оказались, как бы, значит, жертвами вот этих вот споров, которые возникают в них, куда они вовлекают эти страны, куда они втягивают и другие народы, чтобы они там бились. Они берут с Америки, с Кубы, с Африки, берут этих людей, платят им, чтобы они воевали. Ты же видишь это все?
Вот мне кажется, вот так вот надо сейчас сказать, что мы что-то можем конкретно сейчас сделать. Нет, но мы можем обязательно, значит, стоять на стороне справедливости, на стороне той, которая сегодня стабилизирует ситуацию. Я так говорю, не поддаваясь там разным провокациям, которые используют людей и народы. Вот что мне кажется. Я задал Гроку, искусственному интеллекту, вопрос, Аят, который, кстати говоря, он у нас тоже есть вот здесь в чате. Так, Выгоден ли США новый очаг противостояния с Россией на Кавказе, да. как в Палестине? 59 пока из 182 ответивших. Кстати, друзья, у вас 500-700 человек смотрит. Пожалуйста, голосуйте. Будем знать ваше мнение. Выгоден ли новый очаг, выгоден ли США новый очаг противостояния с Россией на Кавказе, как в Палестине? 60% ответили «да», 40% сейчас показывают, что ответили «нет». И я такой же вопрос задал искусственному интеллекту Грогу. И Грог мне сказал, большая война ему не интересна для США, но вот тлеющее напряжение, как это долгое время, десятилетиями было на Ближнем Востоке, в Палестине и в Израиле, вот на этой территории, выгодно и вот по нескольким причинам. Оправдание присутствия. США могут говорить: мы здесь, чтобы обеспечить мир и процветание по ТРИП. ТРИП, это, я напомню, это трамповский зангезурский коридор, который почему-то они так вот каким-то глупым названием переименовали. Иначе вернется Россия или возникнет хаос с исламистами. Это классика — держать управляемую нестабильность, чтобы оправдывать базы, инвестиции, продажу оружия и контроль над коридорами и так далее. И в связи с этим у меня вот вопрос. Сейчас иранские средства массовой информации и некоторые здесь на Западе, я пытаюсь их сразу же представить публике, чтобы мы знали, кто такие являются врагами чеченского народа или пособниками предстоящего геноцида чеченского народа, который, дай бог, не произойдет, но к этому все Россия готовится. И не только чеченского, кстати говоря, народа. И вот здесь такая вот интересная аналогия прошла. Ровно 32 года назад, 11 декабря, началось вторжение фашистской России, и через 2 дня, буквально 13-15 декабря 1994 году в Касабланке проходили в условиях острого геополитического кризиса в связи с этой войной. У нас дома саммит проходил организации исламских государств, Да. исламских государств, ОИК или Организация Исламской конференции, это называется, если быть точным. И вот на этой конференции Джохар Дудаев посылал им туда телеграмму, просил хотя бы в качестве наблюдателей принять Чеченскую республику Ичкерия в эту организацию, но было Да-да. отказано и в принятии ее в качестве даже наблюдателя, но также эта организация, вот эта трусливая исламская организация, она сказала, что мы, чеченцы, часть России. То есть она подписала смертный приговор, который еще на тот момент европейские демократические партии, еще не все Да-да. демократические государства Европы, еще не все подписали нам этот приговор, еще европейские страны нас поддерживали, даже Израиль заявлял какое-то несогласие с позицией России и так далее. Но арабские, исламские вот эти государства, не знаю, можно их называть исламскими или нет, но они сами себя такими называют, они полностью проигнорировали, фактически приговорив чеченский народ без поддержки исламского мусульманского мира. И главным и в этом везде, во всем, этот был президент Али Акбар Хашеми, как известно, марионетка верховного лидера Али Хаминеи, который также занял жесткую позицию по чеченскому вопросу. В этой ситуации Саудовская Аравия и Азербайджан при Альчебей Еритинтиает, бывшим президентом Да-да-да. Азербайджана, они пытались провести справедливую резолюцию, как-то обратить на проблему чеченского народа, но был полный игнор. И после того, как нас полностью проигнорировали, то есть плюнули в сторону и мусульман, и всей уммы, и чеченцев, и всех остальных,
Тегеран получил возможность разрабатывать Бушерскую АЭС, дорабатывать, она уже была в разработке, получить ракеты, которыми сейчас он обильно посылает и на Израиль, и на ближние арабские страны, и на американские военные базы, и военно-техническое сотрудничество. И таким образом Иран по воле судьбы он планировал сделать из этого ядерного Россию сделать тоже себе щитом, крышей от критики и так далее. Через 32 года именно это ядерное оружие стало причиной, по которой прилетела на голову Али Хаменеи бомба. И мусульманский мир, который он предал, и казалось бы, ну подумаешь, всего лишь миллионный чеченский народ, подумаешь, предал и предал. Сколько, и причем не только Иран предал. Большинство вот этих мусульманских стран вели себя как трусы просто, конченые трусы. А стражи ислама, Хаминеи, аятолловцы и так далее, они фактически выступали просто матерыми такими проводниками геноцида чеченского народа в исламском мире, прикрывая Россию. И вот в связи с этим, Аят, я хочу сказать, сейчас рассказывают, что кадыровцы едут туда воевать, там Иран говорит, да, не Россия, никто не говорит. Представьте себе, они все игнорируют наш вопрос, всегда говорят, что мы часть России, и игнорируют вообще геноцид чеченского народа. Но когда нужно сделать нам медвежью услугу, они говорят, что вот Кадыров посылает, Чечня каких-то посылает. Вот вы законная, легитимная власть, Аят Идигов. И с вами Алла Дудаева и много других уважаемых наших людей. Скажите, пожалуйста, готовы ли мы вот за этот Иран, за них воевать, помогать, и все, кто помогает и воюет в этой войне, кем они являются и для чеченцев, и вообще в целом? Спасибо, Аят. Ну, я об этом уже сказал, кто они, что они, так? И если они сейчас, я же тебе говорю, что здесь вопрос не в религии, а вопрос в том, что у них есть интересы и прикрытые религией, так? И то, что ты говоришь, что сейчас пойдут туда чеченцы, они не говорят, что Россия пойдет туда, Да. а они говорят, чеченцы пойдут туда. Они вот посылают чеченцев в Украину воевать, так? И в то же время, если они пошлют туда, посмотрим, пошлют или кто туда пойдет. Чеченцы были в других странах добровольцами, но если целенаправленно это Россия будет посылать, это называть надо не чеченцы пошли туда, а российская армия. Вот что, российские, скажем, военные пошли туда. Но это, наверное, разговоры так вот, потому что Россия-то помогает Ирану. Она через Каспийское море там их снабжает ракетами, снабжает продовольствиями, и через Таджикистан тоже им посылает, через все там, как говорится, возможные проходы, и Китай, они помогают Ирану. Но вот здесь они вперед выдвигают кого? Таких вот, которых самых слабых вот в этом отношении, чеченцы. То есть нам какую-то делают там пропаганду. О, чеченцы пошли в Иран. Нет, мы чеченцы туда не пошли. Они не могут от имени чеченского народа дойти. Это не чеченцы, это есть атака, которую организовывает, прикрываясь под чеченцами, Москва. Россия. Это должны четко и ясно понимать все остальные. И это, да, если ты говоришь, что они трусы и все такое, это слишком мелко, так вот то, что ты говоришь. Нет, они ведут циничную политику, циничную, которая безнравственна. Почему они позволяют вот так вот себя вести? И если они действительно такие друзья, вот эти все разного рода религии у них, так? И они друзья. Почему? Потому что главное у них другой, как говорится, мотив. Они каждый хочет здесь выиграть экономически, политически, в военном отношении и хотят сидеть у власти все время, хотят сидеть. Вот здесь что такое. А используя в этой, скажем, драчке, их использует чеченский народ. Не надо чеченский народ здесь использовать, не надо их называть чеченцами, потому что мы можем сейчас назвать
любой народ бывшего советского, и русских, и тех же армян, и азербайджанцев, и таджиков, и русские там, ну, кого хочешь народ назвать, а именно чеченцев называют. Почему? Потому что чеченцы у России как кость в горле. Они ему навешали разного эти лапшу на уши всему остальному миру, что мы бандиты, террористы и всякие остальное. И не, как говорится, и не то, что под это нет оснований. Нет оснований с нашей стороны, со стороны чеченского народа нет ни одной даже буквы с запятой, чтобы вот так можно было нас называть. Есть основания с того, что они вот как раз-таки, это Россия, и их пособники ведут в мире пропаганду, ведут такую, что от имени нашего народа якобы выступают разные деятели, называя себя правительством нашего государства или их пособники, и потом они ведут совершенно неприемлемо для нашей власти, для нашего народа политику проводят и говорят, что это от имени чеченского народа. Мы же Да. заявляем, что это они не имеют никакого отношения к нашему народу, они не были и не являются таковым, потому что таких полномочий нет, не поддерживают их. А находятся все же люди и на Западе, так, и находятся и в других странах, и наши друзья, даже в той же Украине, Польше, Польше или других странах, где эти люди могут проскакивать и себя вести вот таковыми. А вот то, что вот сделала вот Украина, признав, что наша страна оккупирована и что совершен геноцид этой России против нашего народа, это очень большое, великое дело. И под это подстраиваются теперь эти провокаторы, подстраиваются под эту линию и начинают вести пропаганду, как будто они это. На самом деле их здесь и близко нет. И когда мы говорим нашим друзьям, что нельзя их использовать, нельзя их подпускать, нельзя с ними эти разговоры вести, они, несмотря на это, значит, ведут себя, ну, как сказать, с чем это связано? Это связано с тем, что в отношении нашего народа, если вот такая пошла, как говорится, молва, они не собираются нас защищать. Мы сами должны себя защищать, чеченцы. Мы сами должны этот вопрос понять. И те люди, которые сегодня вот эти всю пропаганду ведут, вот эту вот низкопробную пропаганду в Европе и во всем остальном мире, то эти мы должны четко и ясно говорить, кто есть кто, почему они так делают, для чего они делают. И мы видим за этими людьми, которые вот так вот, либеральные демократы, которые с российские здесь на Западе, которые хотят сохранить Россию, у них задача. Вместе с ними сотрудничают эти люди, которых я назвал. Их много, они есть и на Западе, есть и на Востоке, и в самой, так сказать, на территории бывшего Советского Союза. Везде их найти можно. Но мы должны четко понимать, что происходит. Происходит вот такой ход, и этим людям нельзя поддаваться, нельзя обманываться. Вот что. Я понимаю, что эти люди используют свои финансовые и другие возможности, но это не значит, если у них есть эти финансовые, что мы должны купиться. Мы должны сами этот вопрос четко и ясно понимать и изложить его. Нельзя, допустим, говорить все время только о том, что мы мусульмане. Да, мы мусульмане, но сегодня что мы делаем? Мы забыли, что мы должны защищать свою страну. Мы забыли, что мы должны ее освободить. И постоянно вот говорим, уходя от этого вопроса, ее освобождения, увлеклись какими-то другими делами, которые мы не отрицаем. Но нельзя, забыв то, что происходит сегодня, действовать так слепо, ничего не делая и постоянно утверждая, что вот так должно быть или так должно быть с точки зрения религии. Религия это есть, но сегодня-то, как говорится, ситуация так складывается. Поэтому я вот еще раз говорю, что мы должны понимать и объяснить нашим людям. Нельзя вот этому, значит, хитрому ходу вот этих вот стран
или этих имперцев, так скажем, России, которая развязала вот эту всю, вот эту, как говорится, войну, начиная от нас и дальше это Украина, дальше сегодня пытается напасть и дальше. Сегодня хотят прийти и в Европу, мы видим это. Поэтому что мы можем сейчас сказать, кроме этого, другое? Мы ничего не можем. Ты сам вот сейчас изложил мне, рассказал и всем нам, что тогда они принимали в 94 году. Да, я хорошо помню это. Я Да-да. помню то, что я сам непосредственно участвовал уже в других местах. В 2001-2002 году встречался с президентом Организации исламских государств. Они подобное говорили. Они говорили, что у них нет никаких, значит, вопросов к нам, что они не могут, у них своих проблем хватает. То есть, мол, не лезьте к нам. Вот так было. Об этом говорил даже и наш президент Яндарбиев, который оказался в арабских странах. Он открыто выступил и сказал: здесь нет тех, которые хотят нам помочь. Поэтому мы должны исходить из этого и объяснять нашим людям. Это так. Это так. Я думаю, что другого здесь сказать, нечего. Ну, Да. тогда я всегда удивляюсь вот этому цинизму и лицемерию этих людей, в которые они пробивают всегда очередное дно. Сейчас Иран, которому очень сейчас плохо, я полагаю, будет в дальнейшем еще хуже, он всячески пытается быть защитниками мусульман, то есть суннитов в секторе Газа, они за них пекутся, переживают там и так далее. Ну, на словах, по крайней мере, таким образом вредя своим врагам и раскачивая ситуацию. И сейчас они говорят, мы же все умма. Я вчера смотрел ролик, и из-за этого я написал вот этот про ОАИК, вот про Организацию исламских государств, конференцию вот эту. Я поэтому написал. Они говорят, мы же все мусульмане, мы же все умма, говорит. Вон в Палестине убивают мусульман, вот эти евреи и американцы. Вот сейчас у нас мы всем соседям, братьям, арабам ничего плохого не желаем, говорит. Мы на вас не нападаем, мы на американские базы нападаем. То есть они хотят поднять вот эту свою любимую религиозную тему. А начинали они именно вот этот аятольский режим именно с предательства самых настоящих одномиллионных мусульман, одномиллионное население на Кавказе. Вот в связи с этим, Аят, у них вообще, как считаете, получится призвать вот этот мусульман к поддержке Ирану, что вот давайте объединимся против сил зла, там, большой сатаны, хотя большой сатана это Россия, а малый сатана это нынешний аятольский режим. Пожалуйста, вам слово. Ну, как здесь, получится у них? Нет, они стремятся это сделать, мы же видим. Мгм. Ведь, мы от тех, которых ты назвал, Иран и другие, это же, шииты, то есть это другое как бы направление, но тоже мусульмане, да? Ну, Но между сунниты в ними спор, Палестине. да, спор, так? По религиозным, другим там спор. И в то же время они бьют, по друзьям суннитов, которые считают друзьями Америки и Израиля бьют. Да. То есть здесь вот получается какой-то вот непонятный ход. С одной Да. стороны, одни и те же, как говорится, они говорят, что мы мусульмане. Но с другой стороны, есть и такие вот, движения, когда, значит, вот эта палка мщения или адекватность, она перегибается, Мгм. перегибается. Вот особенно критикуют Израиль за то, что они там убивали детей, или там стрелять, или что они жестоко себя ведут в этом отношении, так? По мне, они обе стороны ведут себя жестоко, жестко, так вот. И это нужно прекращать, это не надо делать. Не должны мирные люди, не должны, значит, люди, просто дети, другие страдать. Это мы на себе испытали. У нас более 40 тысяч детей было убито. Именно российской армией, именно российской. Они бросали нам с самолетов разные игрушки, и когда игрушку там дети там увидели, подняли, раз нет глаза, нет руки, нет кисти. И потом их, возили, помню, на лечение, когда мирный период был. Да, да. Всех их собирали, там это все.
Вот такая жестокость, понимаешь? Мгм. Эти люди, которые вот так вот себя ведут, это же по религии невозможно это делать. В чем виноваты дети? Это же невозможно. Это же не должно быть в соответствии с религией. Никакая религия это не позволяет. Но Да. здесь о религии говорить уже, здесь, может быть, смысла уж нет, потому что мы это сказали, что это такое. Да. Важно, что здесь идут споры за главенство, споры за ресурсы, споры за политику, за там, влияние на этих территориях. Вот что здесь идет. Это лидеры, которые не придерживаются современного международного права. Они даже в свою кампанию взяли этого самого что бандитствующего режим России в Совет Безопасности, который может решать вопросы одним голосом, отменять то, что ему не угодно. Любой вопрос. Поэтому здесь очень сомнительна вот эта ситуация, и, видимо, здесь требуется изменение вот этой мировой политики, вот, скажем, с точки зрения международного права, что если бы вот такие-то решения в рамках международного права принимаются, а вот признание, что Россия является членом Совета Безопасности ООН и может отменять любые мировые вопросы, а сам он бандит, сам он является человеком, которого на другие территории государств он не может поехать. Вот Да. что происходит. Так что здесь вот эти вопросы, они еще не созрели, чтобы их решить. Еще не созрела ситуация, я говорю, вот, что мне кажется. Но Мгм. она вот созревает, идет и дальше, и дальше. Она должна прийти к какому-то, значит, пику, когда дальше нельзя будет, и надо решать этот вопрос. Вот так, мне кажется, Сан. Заканчивая наш стрим, мы уже больше часа уже в эфире, кульминацией цинизма стражей, в кавычках, ислама стало предоставление России статуса наблюдателя в Организации Исламской конференции в июне 2025 года на совещании министров иностранных дел Сани в Йемене. Йемен, как мы знаем, сейчас объявил войну Израилю и Америке и вместе с Ираном воюет. Поддержка ключевых членов, включая Иран, сыграла тогда важную роль. То есть в это время Чечня уже была, Ичкерия была превращена в кладбище, залитое просто кровью, горем, слезами, страданиями всего чеченского народа в одном большом концлагере. И они тогда приняли туда, представь, я это недавно узнал, и был потрясен цинизмом и фашизмом вот этих людей. Да. Ну, что поделать, что есть. Мы же исходим из того, когда мы говорим, к примеру, я когда говорю, я учитываю уже, если не произношу даже это, я учитываю вот эту ситуацию. Потому что приходилось встречаться и с некоторыми людьми, и в Америке я бывал тоже, там вот это все, везде и всюду вот это было видно, и когда уже какие-то выводы приходилось делать, и вот на основе этого я и говорю, ситуация такая, мои дорогие друзья, мои братья, сестры, все ногчи, кто нас любит, поймите, что ситуация именно такая. Мы Да. сами должны решить вопрос, и должны этот вопрос, который мы приняли в 90-м году, значит, свой референдум, общенациональный съезд чеченского народа. Это был референдум нашего народа, и там была принята декларация. А затем действующая власть приняла тоже свою декларацию, как и все другие республики Советского Союза. Так что тогда на этой основе мы еще в Советском Союзе создали свое государство в рамках международного права. И это право, которое мы добились, это величайшее достижение нашего народа. И сегодня хотят его затереть, отнять у нас. И мы не должны позволить никому, что вот эта линия должна быть, значит, такой, что мы от нее отворачиваемся. Нет, это не должно быть, и не надо это даже под сомнение ставить. А такие люди вот есть здесь у нас, которые здесь выше из нашей нации. Здесь вот то, что я говорю, эти люди бегают здесь. Сейчас они там прикрываются, вот некоторые из них говорят, вот 21 апреля, там 30 лет со дня гибели Джохара Дудаева, и мы будем это там отмечать. Где можно увидеть больше лицемерия? Эти люди, которые открыто против
этого президента нашей власти, они сейчас хотят отмечать день гибели Жагара Дудаева. Это лицемерие высшей степени, ничего не стесняясь. Поэтому мы должны это рассказывать, раскрывать, что это есть, и идти дальше. Такая ситуация. Слава. Спасибо, Аят. Спасибо. Вопросов больше не имеем. Спасибо за столь познавательную, интересную, очередную нашу сегодняшнюю беседу. Масарна хулдерес, баркалши масарна. Всего самого хорошего, друзья. До свидания. Завтра постараюсь тоже выйти в эфир. До свидания. Всем спасибо.